Приветствуем тех, кто уже с нами. Меня зовут Валентина, я сотрудник Национальной библиотеки Республики Коми. И сегодня библиотека в партнерстве с Коми-Республиканской академией государственной службы и управления и с региональным центром повышения финансовой грамотности Республики Коми организуем первое из цикла родительское онлайн-собрание с приглашенным спикером Андреевой Ольгой Сергеевной, опытным финансовым консультантом, тренером личностного роста, преподавателем. Но о себе она еще расскажет поподробнее. Почему циклом? Потому что тот вебинар, который мы проводим сегодня, это будет только первая ступенька к вершине финансовой грамотности. И в 2022 году мы запланировали провести целую серию онлайн-собраний для родителей, учителей, детей разного возраста, школьного, дошкольного. Но все это будет в будущем году, поэтому впереди у нас много интересного и полезного. Пока мы ждем тех, кто еще будет подключаться, я передаю слово нашему спикеру, она о себе расскажет и тоже вас поприветствует. Здравствуйте, уважаемые друзья! Я рада вас приветствовать на нашей замечательной встрече. Я бы не назвала это семинаром, а такой, знаете, беседой, встречей. Но поскольку микрофон включен у меня и у руководителей, вы сможете с нами общаться в чате. И я вас прошу отвечать на те вопросы, которые я буду задавать. Я буду просить какой-то реакции. То есть сама буду говорить, сколько плюсиков там надо поставить и так далее. Поэтому я буду периодически поворачиваться, посматривать в чат. Поэтому, если меня хорошо слышно и видно, поставьте, пожалуйста, 2 плюсика в чат. И я буду уверена, что все участники слышат, ничего не шипит, не щелкает, не крякает. И, в общем, спасибо вам, Светлана, за отзыв, и Екатерина. Я понимаю, что все видно и слышно. Ну, тогда начнем. У нас всего час, а мы хотим поговорить об очень важной теме. Сегодня мы говорим о взрослых ребятках уже, сейчас, секундочку, о подростках 11-14 лет, как договариваться с бунтарями. И это такая боль родительская, с которой я хочу с вами и поделиться, как родитель, который уже пережил 2 подростков и сейчас, значит, живет с 3-м подростком. Ну, почему, собственно говоря, я? Да? Потому что, я финансовый консультант, 7 лет работала в проекте Минфина России, разрабатывала, собственно говоря, стратегию национальную, разрабатывала учебники и занималась внедрением учебников по финансовой грамотности в обучение дошкольников, школьников, студентов. И у меня очень большой опыт работы и педагогической, и психологической. Работаю одинаково легко и качественно и с детской аудиторией, и с взрослой. И вот таких родительских собраний офлайн до пандемии я провела десятки. И онлайн вот во время этих последних 2 лет, уже тоже к 20 приближается. Постоянно я участник семейных финансовых фестивалей, разработала свои фестивали. В Волгоградской области мы провели их 7 небольших таких фестивалей, а большие глобальные вот в Москве, в Республике Мариэл, во всех я участвовала. На данный момент я пишу книгу о финансовом воспитании в семье. И как раз вот этот блог про подростков я буквально на прошлой неделе завершила писать и отрабатываю его, обобщаю эти мысли, и хочу с вами их проговорить и, может быть, получить от вас полезные советы, а может быть, яркие примеры, которые я еще успею вставить в книгу. У меня есть сайт «Мой финансовый советник», там тоже есть страница по книге. Сейчас обсуждаем название. Пока название такое: «Мам, пап, дай денег. Как воспитать финансово грамотного подростка». Почему такое название? Потому что оно откликается в сердцах родителей, потому что в этом возрасте ребята многие просят денежные средства, причем все время по экспоненте увеличивающиеся. Я попрошу вас поставить, например, минус тех, кому не нравится название, и там 3 плюсика тех, кому название откликнулось. Да? «Мам, пап, дай денег». Почему мам, пап? Потому что, если мама не дала, ребенок поворачивается, идет к папе. И вот такой вот отзыв. Делали мы опрос на Фейсбуке, делала, и в Телеграм-канале делала. Как-то больше всего отозвались люди. Еще предлагают «Дети и деньги», но таких названий много. И я могу показать книги такого типа, да, то есть уже выпущены, но в основном это иностранные авторы, и поэтому название заезженное, я ищу что-то такое интересное, новое. О чем поговорим? О том, что
Ну, если мы серьезно подходим к обучению детей, я благодарю вас за плюсики, я их вижу и очень ценю ваши отзывы. Надеюсь, что мы еще про название поговорим. Деньги на карту. Мы учим детей прогнозированию и учим использовать денежные средства в определенной последовательности. Мы поговорим о том, зачем и как вести учет доходов и расходов, как подросток может структурировать и пополнять свой личный бюджет, собственно, как ему вложить в голову понимание, что такое экономия и вообще она зачем, зачем нужны сбережения, и, собственно, как сделать из ребенка не крохобора, но такого, знаете, дальновидного человека. То есть мы-то под финансовой грамотностью что понимаем? Что вырастет человек рачительный, вырастет человек, который сможет свои хотелки и соотнести со своими потребностями и возможностями, да, что его будет руководить, его действиями будет руководить не хочу прямо сейчас, да, а я хочу, мне это нужно или не нужно, и я могу или не могу это вообще себе позволить, так или иначе. Будущая профессия. Буквально сегодня у меня с младшей состоялся интересный разговор, я тоже про это расскажу. Ну и будь осторожен, как мы предупреждаем о финансовом мошенничестве. Собственно, а почему этот семинар не для подростков, а для родителей? Объясню. Когда мы начали создавать программу по повышению финансовой грамотности детей и проводить аналитику после внедрения, апробации, мы поняли, что в школах и в дошкольных учреждениях мы можем ребятам дать знания и даже их проверить при помощи тестирования и, например, международного тестирования ПИЗа, и хорошие результаты наши детки показали. Мы так прям поднялись с 9-го места на 4-е практически, да? С 15-го на 9-е, а потом с 9-го на, по-моему, 6-е. Через 3 года проводятся эти опросы ПИЗа. Соответственно, мы можем говорить о том, чтобы дети получат какие-то, может быть, базовые умения, да, как к банкоматам обращаться, как читать, не знаю, котировки акций и так далее в старших классах. Но навык обращения с финансами ребенок скопирует из семьи. И мы это никак не изменим. Он не будет копировать поведение учителя или поведение какого-то другого взрослого. Только семья. То есть значимые взрослые. Мама, папа, дедушка, бабушка, очень редко дядюшка, тетюшка. Скорее всего, будет копировать вас. Поэтому, собственно говоря, если мы хотим на выходе, да, взрослого человека получить рачительного, умного, сберегающего, анализирующего, думающего, то мы его воспитываем собственным примером. Да, и мы с ним работаем, мы в нем вот это вот воспитываем потихонечку, да. Ну вот я в начале книги говорю о том, что, ну вот вы вспоминаете, как мы их учили, если мы сейчас говорим про подростков, да, от 11 до 14. Откатимся чуть-чуть назад, 1,5-2 года, как мы учили их одевать штанишки, заправлять кофточку, да? Это же была последовательная история, это же не было в один день. Ну, если у вас получилось это в один день, ваш ребенок гений, и я тут вообще рядом не стою. Да, но по факту, да, мы же потихонечку учили, последовательно. Раз не получилось, 2 не получилось, 15 раз не получилось, на 16-й кое-как одел, на 22-й кое-как заправился, да, то есть потихонечку. Собственно, и вот формирование отношений к деньгам тоже формируется потихонечку. Но я не зря здесь ставила вот такой вот слайд, фотографию, потому что в этом возрасте ребята больше всего ориентируются на своих одноклассников, на своих друзей. И нам нужно все-таки, невзирая на то, что он не хочет нас слышать, слушать и вообще игнорирует, все равно с ним общаться, все равно добиваться внимания. Так, сейчас звук есть, Елена? Друзья, есть звук? Напишите в чате «да», и там, у кого нет, напишите «нет». Будем думать тогда. Ага, Наталья, спасибо вам большое. Итак, я привела на этом слайде исследования вот именно школьников этого возраста, да, 7 класса. Соответственно, это у нас 13-14 лет, да, кто из них планирует бюджет, кто сберегает, кто накапливает. Однако есть, конечно, и транжиры. Дети в этот момент очень подвержены желанию, и очень сильное влияние на них оказывают одноклассники. При этом мы только начинаем внедрять плановое изучение финансовой грамотности в школьную программу, и массово дети начнут изучать, в основном это в 8 классе в разделе «Общество знания», 2-й триместр или там 3-я четверть, да, то есть вот, учебники по финансовой грамотности привезены во многие регионы, но это дополнительное образование, то есть ребенок может ходить на эти факультативы, а может и не ходить. Поэтому тут еще посмотреть надо. У кого-то, ну, такая возможность есть, а где-то нет. Поэтому вот основная роль, конечно, у родителей.
И, соответственно, почти половина детей получают финансовые знания от родителей, но каждый четвертый ребенок ничего не знает об отношении своих родителей к деньгам. А как вы думаете, почему родители не хотят с детьми разговаривать о деньгах? Напишите мне, пожалуйста, в чат ваше мнение. Почему родители боятся, страшатся, не хотят разговаривать с детьми о деньгах? Почему основной ответ детям на вопросы о деньгах звучит так: подрастешь, узнаешь, тебе еще рано, да зачем тебе сейчас и так далее. Вот как вы думаете? Я же полагаю, что у нас сейчас в чате и в участниках именно осознанные родители, именно такие думающие, да? Вот хорошая, интересная вариация, да? Дети могут рассказать в школе о том, сколько зарабатывают родители. Наталья, вот, как раз. Долго объяснять. Как раз мы говорим о том, что в определенных возрастах, да, мы говорим, да, я согласна со Светланой, здесь большая работа родительская предстоит над собой, да, как стать образцом для ребенка, я тоже об этом сегодня упомяну. Ну, собственно говоря, если в младших классах мы при обсуждении семейного бюджета цифры реально не показываем, то вот в этом возрасте мы можем говорить о приблизительных цифрах и понимать, что в школе, может быть, он рассказывать не будет, но друзьям обязательно, потому что дружба на всю вообще жизнь в этот момент кажется ребятам, что вот лучший друг, лучшая подруга – это вообще самый-самый доверенный человек, ему рассказывается все-все-все, и, соответственно, ну, может донести информацию о том, вот на семейном совете допустили ребенка, рассказали ему о семейном бюджете, о его структуре, естественно, через сутки это узнает уже лучшая подружка. Поэтому здесь родители сами решают. Ну, рассекретить семейный бюджет, может быть, не стоит. То есть не о конкретных цифрах мы говорим, расписывая семейный бюджет, а мы говорим о направлениях, куда расходуются средства, для того, чтобы ребенок понимал, почему вы отказываете в тот или иной момент, сколько у вас обязательств, какая конкретно нагрузка, какая у вас на бюджет. Многие дети не имеют никакого представления о том, какие кредитные обязательства есть у родителей, например, да, то есть вот не понимают, какой объем бюджета уходит на погашение. Итак, что мы можем доверить ребятам в этом возрасте? Он способен справиться с закупками к школе, он способен продумать организацию досуга или накапливать самостоятельно подарки друзьям, но опять-таки стоит проследить, чтобы он в календаре у себя сначала, может быть, визуально, а потом в электронном календаре в смартфоне отметил, когда день рождения у его любимых друзей, для того, чтобы деньги он у вас просил заранее. Вот скажите мне, пожалуйста, у кого были такие случаи, когда вот дети подросткового возраста, да, в 8-9 вечера говорили: завтра у Вовки день рождения, скидываемся по 1000 рублей, я иду. Мам, дай денег. Да, у кого было? Напишите, пожалуйста. Было, да. Вот неприятная ситуация. Во-первых, иногда бывают очень завышенные подарки, когда ребенок говорит: Тимофей собирает на горный велосипед, все скидываются по 1500. И я вынуждена была сказать, что нет, не скидываемся. Во-первых, я не ожидала таких трат, во-вторых, мы даже взрослым меньше скидываемся на дни рождения. И как бы ожидания Тимофея не должны ложиться тяжелым бременем на мой личный бюджет. Вот я на такие деньги, на подарки по друзьям не рассчитывала. И мы в начале учебного года с ребенком обсуждаем, сколько мы готовы дать на день рождения. Если он хочет больше, он может накапливать со своих карманных денег. Если он больше ценит этого друга или хочет ему подарить большую сумму, пожалуйста, это твоя зона ответственности. Он способен в этом возрасте понять финансовую ситуацию семьи, ее возможности, но нужно объяснить, да, что и почему. Вот у нас сейчас преддверие Нового года. И несмотря на то, что примерно по-разному в семьях, да, лет с 7-8 дети уже начинают подозревать, кто в семье главный Дед Мороз, это не отменяет повода написать письмо. И вот в нашей семье, особенно младшая, она пишет письмо в виде египетского папируса. Знаете, такой свиток, который, значит, если мы берем вот так, то он разворачивается до полу. И она там: Дедушка Мороз, я себя хорошо вела, и там, значит, трын-дын-дын перечисления. А в этом году в письме содержало совершенно потрясающий элемент. Значит, прошу, чтобы мама и папа стали хотя бы на 100% добрее и терпимее.
Это не к вопросу того, что мы злюки, это к вопросу неподконтрольности и гуляния допоздна. Потому что мама, папа не разрешают и сторожат, значит, в 6 часов у двери где-то есть уже темно. Вот скажите мне, пожалуйста, кто из вас уже заполучил письмо Деда Мороза и удивился списку? Пишем «я» или «не я». Да? То есть либо сами дети отправляли, либо, значит, вы уже получили. И какие ваши ощущения от просмотра данного свитка? Всего 3 подарка. Слушайте, какой ребенок экономный. Слава богу, выросли. Согласовали сумму. Угу. Хорошо. Ну вот нам предстояло с младшей разговор вести о том, что при всем желании и доброте Дедушки Мороза есть некоторые сложности по поводу, значит, хотелок, потому что есть определенные обязательства и есть серьезные планы, которые выполняются приоритетно, а только потом уже по остатку мы смотрим на подарки. Хотя, конечно, никто не запрещает подумать о подарках заранее и, собственно говоря, начать их закупать. Но это тема другого семинара. Значит, может рассчитываться банковской картой. В этом возрасте уже многие ребята их имеют, а если не имеют, то уже просят. И банковскую карту они получают, ну, мы открываем счет, и он идет как счет у нас в онлайн-банке, да, но это счет на другого человека. Мы в своем онлайн-банке можем увидеть эту карту и можем ее, собственно, отследить. А вы знаете, мы карту, вот тоже тенденция как меняется. Вот если, например, старшему мы заводили карту в 14 лет, то есть сам с паспортом, да, со мной пошел, и меня менеджер банка говорит: мамочка, идите за дверь, постоите. Мальчик сам, у него паспорт, сам, ну, как бы, может оформить. Что для меня было совершеннейшим удивлением. Но была наша инициация. Мы говорили, что так будет нам удобнее. Ты посчитаешь на начало месяца, сколько у тебя там репетиторов, сколько поездок на занятия и так далее, я тебе буду выдавать конкретную сумму. Ты уже будешь планировать, распределять. То есть это был такой инструмент обучения. То сейчас младшая, да, в 12 лет нам говорит: а когда вы мне уже карту заведете? Что я как магл какой-то хожу с деньгами, с наличными? Что я вообще несовременная тут хожу, у меня звенит во всех карманах. Да, представляете? Вот вспомните себя в 11 лет, 12. Я бы была вообще не против, если бы в начале 90-х у меня во всех карманах что-то звенело. Но, увы, нет. Да, вот мои 11 лет пришлись на там 90-е годы. Да, то есть вот посмотрите, как изменились наши дети. Значит, о чем мы говорим? О том, что подростки вот этого возраста – это представители поколения Z. Они рождались с 2003 года по 2010. Ну, есть разные даты, но возьмем вот средний такой у нас разбег. Это поколение называют еще хоумлендеры или поколение национальной безопасности. Эти дети постоянно отовсюду слышат вопросы безопасности, информационной безопасности, антитеррористической безопасности, техногенной, экологической и так далее. При этом они фактически живут в онлайн-мире. Если мы посмотрим на аналитику и статистику, то эти дети 30 минут в день посвящают офлайн-общению, смотря в глаза другому человеку, или еще меньше, да, то есть там 15-20 минут может быть. Все остальное, возможное время для общения, они посвящают офлайн, онлайн-общению. При этом они лучше нас разбираются в технологиях и ориентируются в информации быстрее, чувствуют себя в интернете как рыба в воде. Но есть очевидные минусы этой истории. Из-за того, что информацию они получают очень быстро и визуальный контент, они плохо усваивают информацию ушами. То есть мы можем бу-бу-бу-бу-бу по 40 минут, но все, что он из этого усвоит, это будет очень короткий объем. Да, они такими короткими импульсными файлами усваивают информацию. Это нужно понимать. Лучше представлять визуально. Они так усваивают лучше. Все дети практически этого поколения – это визуалы. Ну вот вынужденно так, потому что основной контент они получают глазками. Они не имеют такого четкого представления о том, что они хотят по какой-то теме своего мнения, такого вот четко определенного, потому что если начинаешь копать, почему он настаивает на том или на другом, а потому что это рекомендовал известный человек в интернете, да, следует за популярными людьми, за инфлюенсерами. Поэтому я вот здесь сделала несколько таких советов, как общаться с этими подростками, да, потому что вот между родителями и этими детьми как минимум 3 поколения, ну, вот вместилось, да, или ну, там 2, смотря как родители, насколько разница в детях.
Поэтому сравнивать ребенка с сыном соседки, с сыном коллеги или там с каким-то другим прорывным ребенком совершенно бессмысленно. Дети этого поколения очень хорошо воспринимают, когда вы сравниваете его и его. То есть вот до этого ты не умел, а теперь умеешь. Вот смотри, у тебя не получалось, теперь получается. Или наоборот, смотри, у тебя было так классно, так получалось. Почему сейчас? Что случилось? Чего ты потерял интерес к тому или иному занятию? Почему бросает? Если вы чего-то хотите от этого ребенка, ему нужна конкретика. Я поняла, что, например, если я даю список задач, ну, по дому, да, сделать что, то если я выдаю листочек со списком задач, ну, вот просто на вот таких напоминалках, вот, на цветных, да, с утреца, написала, у нее там есть там час, например, времени. Если я написала, выдала, дела будут сделаны по списку. Если я проговорила, ну, из 4 позиций 2 как минимум потеряются. То есть здесь четкая визуализация и четкие краткосрочные задачи. То есть задачи должны быть такие, которые можно выполнить быстро, но при этом контроль никто не отменял. То есть можно сделать быстро, но плохо. Поэтому как бы повторяем, просим переделать, если плохо. А если что-то не получается, мы не критикуем его, мы не говорим там про руки, про качество, про ноги, про голову и так далее, да. Разбираем саму ситуацию, что не получилось, да, и, может быть, он сделал как-то креативно, но не так, как вы ожидали. Вот с этим поколением креатив все время появляется, и вот если у вас есть примеры, пожалуйста, пишите, будет здорово. Ну, например, да, там украшение комнаты, или вот к Новому году, да, сейчас, причем сочетается яркость и минимализм. То есть елку не хочу, наклейки на окна не хочу, а вот хочу эту, как ее называют, гирлянду, да, но сделать так, чтобы ее не было видно. Ну, то есть ее спрятать под какими-то фальш-панелями, но чтобы светилось. Вот креативный такой подход, например. Соответственно, если ваши приоритеты не совпадают с его приоритетами, это не значит, что как бы его выбор неправильный, просто мы должны понимать, что они несколько другие ребята. И если мы, например, вот я очень расстраиваюсь по поводу того, что младшая дочь носит исключительно черное. Вот все время черное. Вот такой период жизни. Все черное. Я покупаю цветные вещи, она кивает головой, складывает их стопочками. И все в черном. Мне пишет учительница в родительский чат, что происходит у девочки, почему в черном. Я ей пишу, утром хоронили коня. Вот, хомяка, не знаю, там, енота, просто печаль вселенская. Вот как я могу объяснить этот выбор? Никак. Это способ ребенка самоутвердиться. Сейчас он идет, ему надо, с одной стороны, быть как все. Соответственно, дочке 12 сейчас, младшей. Я могу множество примеров приводить, и друзей, и так далее. То есть вот такие вот... начинается шатание сначала, выбор одежды совершенно не тот, который вы бы рекомендовали, потом выбор прически совершенно не тот, который вы бы хотели, да, и так далее. У меня был очень забавный случай с сыном, когда он в этом возрасте вполне мы хорошо контактировали, но ему все равно хотелось какой-то индивидуальности и, как сказать-то, не конфликта, но проявления самости. И это вылилось в то, что он перестал стричься. И оброс как йети просто. То есть это было нечто лохматое. На любые уговоры постричься он говорил, что меня все устраивает. И мы ничего не могли с этим сделать. И однажды я еду из университета в маршрутке. И ко мне обращается женщина, сидящая напротив, в шубе и шапке. Говорит, когда вы уже наконец заставите Диму постричься? И я в шоке, потому что я не знаю, кто этот человек, почему она в маршрутке говорит про моего сына и его стрижку. Оказалось, что это классный руководитель моего ребенка. Но я-то ее никогда в шубе и шапке не видела. Я же всегда ее видела на родительском собрании вполне как бы в другом виде. Я пришла домой, рассказала ему, что ко мне уже, понимаешь, в маршрутке по поводу твоей лохматости обращаются. То есть это стало уже общегородской проблемой. Молодой человек, сделай что-нибудь. А здесь, видите, какая интересная история. Подростки в этом возрасте, с одной стороны, я взрослый, что ты вот ко мне представишь, я сам решу. Но при этом внутри сидит такой маленький зайчик, который еще не готов проявлять свою взрослость со внешним миром. И вот он пошел, значит, в 13 там, с половиной, наверное, или 13 ему было,
в парикмахерскую. Там не оказалось мастера, к которому он привык, девушка милая. Другая была мастер. Она его посадила, говорит, вам бокс, полубокс? Какую стрижку? Он совершенно обалдел от этих слов и просто кивнул. Она взяла машинку и сделала из него зэка. Ну, то есть 0,2 по всей голове. Вы представляете, как я испугалась, когда я это увидела? И какой шок был в школе, потому что он олимпиадник, он представлял школу, ну, лицей математический во всех олимпиадах, и его должны были, вот 14 лет, его должны были в музее Панораме в Волгограде у нас награждать губернатор там из представителей. Понимаете, он от школы был представитель. А это был зэк вот с такими двумя ушами и лысый. Ну, там 0,2 по всей голове. Вот. И потом мне звонил классный руководитель и говорил, вы вообще понимаете, что? Вот. Я говорю, я так же испугалась, как и вы, потому что внутри зайчик. На выходе это может быть высокий человек с ломающимся голосом, периодически разговаривающий то фальцетом, то басом, а внутри зайчик. И нам нужно вот очень сложно, да, самом деле, я не могу здесь давать каких-то однозначных советов, да, то есть, с одной стороны, нам и принимать их взрослость надо, а с другой стороны, постоянно контролировать, чтобы вот этот зайчик не натворил бед, потому что эта история, когда, во-первых, взрослеют гораздо раньше, то есть то, что творила моя старшая дочь в 15 лет, это вытворяет в 11, то есть на 4 года раньше, а, соответственно, размер знаний, психологической подготовленности, элементарного знакомления с жестоким миром совершенно другой. И мы с папой прям сильно напрягаемся. Значит, ну, про банковскую карту я вам немножко рассказала, да, то есть вот примеры. Я делала опрос в Фейсбуке среди своих друзей, у вас сколько лет появились карты. В крупных городах уже дети там в 7-8 лет совершенно активно пользуются, в других, в провинции как-то поменьше. Ну вот, например, вот из Волгограда моя подруга Оксана, она сказала, что в 13 лет попросила дочку оформить, потому что она делает из бисера колечки на заказ и хочет, чтобы деньги ей присылали на карту. Ну, то есть вполне такие деловые взаимоотношения. Но прежде чем мы вручаем ребенку карту, мы объясняем правила безопасного общения с банковской картой, потому что мало того, что человек получает карту, если вы оформляете в известном зеленом банке, то, собственно, информация о том, что вот человек и карта, тут же попадает к мошенникам. Я уж не знаю, как это работает автоматика, но буквально вот через день начинаются звонки с предложением, значит, кредитов, с предложением там, вы получили приз, сообщите нам только данные карты, мы вам все переведем и так далее, и так далее. То есть нужно понимать, да, что есть определенный ваш контроль, и нужно ребенка проговорить, чего делать, чего не делать. Вот здесь у нас есть QR-код, и вы можете анимированную презентацию для детей именно вот такого возраста подросткового посмотреть про банковские карты и способы общения с ними. Да. Основные правила я здесь, собственно, озвучила. То есть понятно, что это личный кошелек, мы никому не даем никаких данных, пин-кода, не доверяем даже ЛП, лучшей подружке. Да. Нельзя никому отправлять данные по интернету, не отвечать на просьбы прислать номер карты или пин-кода, или CV-кода сзади, карты сзади. Не стоит снимать во всех банкоматах, потому что есть комиссия. Если ты снимаешь 200 рублей, а комиссия 300, будет сильно обидно. А может быть даже и больно в какой-то момент. Да? То есть вот, неприятно будет эта история. Соответственно, покупки в интернете сначала проверяем сайт по всем показателям на, собственно, достоверность, смотрим отзывы именно конкретно про этот магазин, реально, нереально. Если это мошенничество, то в интернете наверняка будут отзывы недовольных покупателей. Ну и вот здесь шутка о том, что Джон Сильвер был первым человеком, у кого были деньги на карте. Вот, а теперь вопрос, внимание, родители. У кого из ваших детей в возрасте от 11 до 14 лет уже есть карта? Да? Значит, тогда пишем «карта есть». И второй вопрос. Вы присоединяли себе СМС-оповещение или все-таки работаем с доверием к ребенку и просто в онлайн-магазине, ну, в онлайн-Сбербанке смотрим, что куда? То есть вот доверяем, это очень хорошо, но, как говорят, доверяй, но, как считаете, проверяй. Да? То есть периодически поглядываем, что происходит. Мы здесь не говорим про детей младшего школьного возраста, но просто там я говорила о том, что когда мы карманные деньги начинаем детям выдавать, мы все-таки договариваемся о том, что есть некоторое количество покупок, на которые мы вводим запрет. Ну вот сейчас перед Новым годом
нужно обязательно проговорить по поводу фейерверков, петард и все остальное, и что, несмотря на все замечательные наши медицинские прорывы и достижения, пришить обратно оторванные пальцы довольно проблематично. Да, то есть вот вопрос и безопасности, и покупок, что мы разрешаем, чего не разрешаем, что мы против, что за. Да, то есть если у ребенка есть ограничения, например, по питанию, и мы понимаем, что, ну вот мы сразу видим, когда у нас 3 плитки шоколада, значит, девочку утрамбовывается, то через сутки мы начинаем жутко чесаться. Вот. И плюс, пусть она не рассказывает, что там белье колючее, шерстяное, там плед какой-то был дурацкий, из него все чешется. Мы прекрасно понимаем, что в девочке поселились шоколадки, и теперь мы чешемся. Да, то есть вот она знает ограничения, но при этом нарушать все равно пытается. Эта история, знаете, повторяется везде. Но, как говорит моя мама, я, в общем, педагог в 4-м поколении уже, она говорит, если нельзя, но очень хочется, то можно. Ну вот мы говорим о том, что у всякого можно, есть последствия. Есть последствия исправимые, есть последствия неисправимые. Есть последствия, после которых будет больно, неприятно и вообще. Да, есть последствия, против которых мы возражаем. Соответственно, про покупки, карманные деньги, конечно, мы разговариваем чуть раньше. Да, в этом возрасте мы уже можем выдавать денежные средства, например, на неделю, может быть, на 2, а если у вас уже это хорошо проработано, то уже и месячный запас. Ну, поскольку мы карту завели недавно, я пока раз в неделю выдаю, но при этом гражданка четко контролирует, что если в понедельник к 10 карманные деньги не появились на карте, то она мне прямо из школы строчит. Ты что, забыла? Значит, тут такой взаимный контроль, я бы так сказала. А сегодня в Фейсбуке обсуждали с коллегами и по книге как раз историю, и я писала о том, как важно воспитывать финансово грамотных детей. Мне, значит, одна читательница написала, вообще вот эта вся меркантильность, это неправильно, надо воспитывать в детях сначала желание помочь другим. И я говорю, да, у меня в книге для этого специально есть главы в каждом возрасте о том, что, когда мы распределяем денежные средства, у нас как минимум 3 графы. Да? Это наши траты, это наши сбережения и это помощь другим. То есть делиться благами с другим мы тоже эту способность взращиваем в каждом возрасте постепенно. Объясняю почему. Да? Может быть, это прозвучит меркантильно, да как угодно прозвучит. Я говорю с вами честно. Когда мы с вами растим детей в тайне, или мы можем себе действительно признаться в этом, мы надеемся на то, что в случае тяжелой жизненной ситуации, в наш период дожития, как называет его государство, мы рассчитываем на помощь сначала близких. Да? Не фондов, не государства, а мы ждем, что в трудной жизненной ситуации нам помогут близкие. Но если мы не воспитаем в ребенке способность, быть добрым, сочувствующим, соучаствующим и деятельным, то мы ничего не получим. То есть если мы забудем про последнее деятельное, что мы получим? Мы получим СМС. Денег нет, но вы держитесь. Я за вас там всей душой переживаю. Да? А нам плохо, нам нужна помощь. Если мы не научили его сберегать денежные средства, откладывать, иметь финансовую подушку безопасности, то он нам и помочь не сможет. А будет другая ситуация, которая в прекрасной книге Джоан Голфри «Как научить детей обращаться с деньгами» специальная глава есть. Караул, что делать у меня на шее взрослый ребенок. Вот чтобы этого не допустить, мы начинаем с вами финансовую грамотность с 5-6 лет, продолжаем, и после 18, пытаемся, значит, уже в самостоятельную жизнь отправить адекватных, вполне нормальных людей, которые способны делиться благом с другими. Это очень важно. Соответственно, деньги он получил. Он должен понимать, куда ушли и как пришли. И он будет вести этот учет, если... А теперь я жду от вас ответов в чат. Если что, вот он будет вести этот учет. Если что произойдет, какое для этого необходимо условие? Есть идеи? Ну, соответственно, мы говорим о такой ячейке общества, как семья, и мы думаем о том, что если мы чему-то, деньги-то понятно, карманные мы ему даем.
да, если мы научим его планировать. А как мы его научим планировать? А как? Молодец, когда умеем сами. То есть мы можем ребенку рассказывать про то, как важно вести учет доходов и расходов, как обязательно нужно все записывать. Но если он не видит, как это делаете вы, какова вероятность, что он начнет это делать? Она стремится к нулю. То есть вопрос, да, самовоспитания, саморегуляции. Если он видит, что вы ведете в электронной программе, он подходит и говорит: пап, что за программа, дай мне. Я себе тоже скачаю, кинь мне ссылку. Если он видит, что на компьютере, он говорит: пап, есть в мобильном такая программа, я себе скачаю. Да? То есть вот мы о чем говорим. Чтобы была какая-то систематизация. Это очень хороший навык в жизни, очень пригождается. У меня старшая не хотела это делать. Я на свадьбу ей подарила блокнотик, такой специальный финансовый значит, дневничок, в котором можно было записывать расходы и доходы. Она скривилась, сказала: фу, как скучно, неинтересно. Через 2 месяца семейной жизни и нескольких конфликтов по поводу, куда уходит бюджет и что вообще происходит, она, значит, мне пишет: а еще есть дневничок такой? А у тебя электронная программа есть? Я говорю: а что такое случилось? Ну, я поняла, что надо, потому что не хочется разводиться. Да, ну, как бы ребенок уже был взросленький и быстрее жизнь поколотила. Вот здесь по QR-коду вы можете пройти на мой сайт, там здесь сделана подборка, собственно, программ, которые можно скачать, насколько они удобны, где можно семейно вести, где можно индивидуально подключиться, где можно просто тестовую версию скачать и бесплатно пользоваться, расширенные и так далее. То есть вопрос опять к нам. Ведем учет, ребенок ведет, смотрит, у него есть понимание. А когда мы видим, да, сколько пришло, сколько ушло, уже тогда на основе этого мы можем составить план. Если у нас где-то облако необозримое, мы не знаем, сколько пришло, куда ушло, по какой причине денег в конце недели нет, да, то какой мы можем делать план? У нас будет только план, где занять, больше никакого плана. Да? То есть все-таки надо, о чем мы можем беседовать? Значит, в этом возрасте мы ребенка уже привлекаем к семейному совету по финансовой грамотности. Да? Но понятное дело, что возраст еще такой: а давайте все скинемся и купим мне горный велосипед. Да? То есть вот не так сильно его интересуют общие проблемы. Но несколько правил семейного совета. Первое. Может быть, если вы не хотите, чтобы конкретные суммы, да, уходили в другие уши, мы говорим в общем, да, о распределении бюджета. Там, вот бюджет, вот 1/4 туда, 1/8 туда, 1/12 туда. Но озвучить статьи расходов, озвучить кредитные обязательства, озвучить планы долгосрочные. Ну, учет, например, на следующий год, куда едем, что едем и какие планы, да, там ремонтные работы и так далее, на что откладываем. Какие у нас есть обязательства, например, обновляем страховки, там, ремонт автомобиля плановый, еще что-то, да, то есть на что мы копим. И из этих конвертов или из этих статей расходов мы деньги брать не можем, потому что уже четкие все распределения. И тогда уже у ребенка возникает понимание, сколько денег осталось. Да? Он понимает, что ограничен бюджет и ограничена возможность его тратить. В этом возрасте очень сильны желания. Очень сильны желания быть таким, как одноклассники. И от этого рождается: когда же у меня уже будет iPhone. Вот вчера был разговор с печальной девочкой по поводу: у всех есть, у меня нет. Пришлось девочке напомнить, что айфона не будет, пока его нет у мамы и у папы. Собственно, потому что они добытчики, и пока у них не будет айфона, у тебя точно не появится. Вот, тут печаль сменилась вообще на вселенскую печаль. Вот, мы оделись во все черное, и в Инстаграме появилась, значит, хэштег «Плачу слезами в ванне». Вот, мы с папой посочувствовали, но, собственно говоря, ситуация от этого никак не исправилась, да, айфона не будет. Вот, поэтому все равно, да, понимание ребенка структуры семейного бюджета и возможности, да, дает ему как бы некоторые границы и рамки, да, чего мы можем, чего не можем, да, вот, объясняем. Дальше. Ну вот, как мы формируем, да, доходы, расходы, накопления, структурируем, анализируем, пополняем. Соответственно, я там в книге прописываю прям реальные ситуации. Да, то есть если ребенка вы позвали на семейный совет, но он превратился
сплошное выяснение отношений по поводу, когда же ты будешь зарабатывать столько, чтобы нам хватало, а когда же ты уже перестанешь тратить с такой скоростью, я работаю на 3 работах, и нам все время не хватает, мы в долгах, то, собственно, какой тип поведения будет демонстрировать ребенок во взрослом возрасте? Это будет вечный должник. Ну, раз у вас вот так вот распределялось, да, дефицитный все время бюджет, и, собственно, все в долгах, и непонятно, как из них вообще выйти. И вот он такой же будет стиль поведения транслировать и в своей семье. Типа, это нормальные долги. У моих всегда были, как-то выжили. Вот как раз вот, чтобы этого как-то не было, да, мы должны для себя формировать вот здесь понимание, что бюджет должен быть профицитный, должны быть накопления, должна быть подушка безопасности. Честно скажу, когда она появилась, стала жить значительно спокойнее. Вот чисто с психологической точки зрения, понимание, что если наступит ой-ой-ой, есть какие-то варианты, да, хотя бы выплыть, то прям вот значительно легче. И у нас была общесемейная подушка безопасности, а вот буквально в прошлом месяце я сформировала собственную. А, Объясняю почему. Потому что ковид, потому что у нас двое непривитых есть пожилого возраста людей, у которых нет ни накоплений, ни сбережений, и которые знают, что типа у нее есть, если что, она разрулит. И мне пришлось, да, то есть мне вот ситуация такая, что мне пришлось сформировать подушку безопасности для того, чтобы э, разруливать, а что делать? Берем ответственность за пожилых родственников, за их безответственность и так далее. Отключить телевизоры не вариант, увы. Вот мы в семье уже 13 лет как отключили телевизоры. Ну, то есть включаются они, но мы показываем через интернет те программы, которые выбрал ребенок. Ну, то есть там National Geographic, Гарри Поттера и, в общем, хорошие фильмы или какие-то просветительские материалы. А вот все остальное мы не смотрим. А тут пожилые люди, они, к сожалению, очень привязаны к этому ящику. И поэтому есть определенные идеи по поводу, значит, защиты, вакцинирования и всего остального. Ну ладно. Значит, базовые денежные принципы. Да, мы их формируем. И при этом вот как раз вот эта история, когда хочу прямо сейчас, она рождает ситуацию, когда в магазине ребенок говорит, ну давай в кредит возьмем, ну и чё? Зато прямо сейчас. Да? Напишите, пожалуйста, в чат, если у вас такая была ситуация, да, напишите, пожалуйста, слово «кенгуру». Это тот, кто действует быстро, бегом и необдуманно. Да? А вот наша задача, вот если у вас была ситуация, когда ребенок в магазине или дома, прося какую-то покупку, говорил, давайте быстрее и в кредит, то есть что тут подумаешь, вот, и карту халву заведем, и совесть. Да? Это же рассрочка, и вообще за нее платить не надо. Там написано было на рекламе, что за нее заплатит банк или магазин. Да? То есть вот опять рассказать о маркетинговых уловках, о том, что банк не платит, и магазин не платит, что уже в стоимость обслуживания заложены все эти проценты. Да? А и старинная пословица «берешь чужие, отдаешь свои» – это вот такая история, которую стоит рассказать ребенку. И, конечно, если уж мы одолжили, и у нас есть займ, то очень важно его отдать. У нас есть такая игра замечательная, называется «Не в деньгах счастье». В рамках программы Минфина ее разработали и используем мы на многих территориях. Минфин ее рассылал в печатном варианте, но ее можно скачать и напечатать. И вот когда мы играли со школьниками как раз 6-7 классов, там есть игра для ребят от 9 до 14 и есть для старшеклассников и студентов. Там 2 варианта. И вот девочка одна, вы знаете, такой у нее был инсайт. Она говорит, я теперь поняла, почему папа с 1 по 5 число так нервничает, если задержит зарплату. Потому что у него кредит. Я тут в игре тоже взяла кредит, я так нервничала, пока его не отдала. Это такая ответственность. Да ну его, сказала девочка и ушла с этим пониманием домой. То есть нам нужно тоже формировать представление о том, что лучше накопить на покупку, собственно говоря, чем спонтанное вот такое приобретение, да, какое-то. И знаете, когда я поступила работать в программу Минфина, я приходила из университета, и мне понадобилось работать со стилистом, которая меня учила, как поменять одежду, прическу, как-то поведение. То есть я должна была перестроиться. И она меня научила очень важной вещи при покупке товаров. Она говорит, сначала зыринг, потом шопинг. То есть мы идем, отсматриваем. Ну, если что касается одежды, меряем, фотографируем.
Да, я ей конкретно отсылала первые несколько месяцев, она мне писала через какое-то время. Первое – да, второе – нет, третье – ты купила, я надеюсь. Четвертое – ты с ума сошла. И так далее. Да? Вот если мы увидели вещь, если уж прям мы боимся, что ее купит, мы ее отложили на кассе, да, идем домой и думаем, а мне оно точно надо? Вот прям точно-точно? Да? Плюсы и минусы. Хорошая история на листочке писать плюсы и минусы. Покупок, приобретений, действий. Да? Вот, например. У нас так дочь появилась младшая, мы на листочке с мужем написали все, плюсы и минусы. Вот. Ну и, собственно говоря, раскрываю секрет, она у нас усыновленный ребенок. Поэтому, когда я пришла к мужу с этой идеей, в силу там особенностей здоровья, он написал первый на листочке: «Ты не потолстеешь». Это был плюс. Я думала, я убью его сковородкой после этого. Но там было еще много плюсов, и они перевесили возможные минусы, и таким образом у нас появился совершенно очаровательный ребенок. Да, вот так эта штука плюсы и минусы на листочке, она очень помогает при принятии решений. Ну, идем дальше. В этом возрасте появляется первое желание каким-то образом самому заработать деньги. Но официально ребенок еще работать не может. Поэтому какие варианты для подработок есть? Да, что он может предложить? Он может предложить свою физическую силу и самого себя. Но не в целях продажи туловища, да, а в целях вот что я могу делать руками, ногами и так далее. То есть, да, это неквалифицированная работа, соответственно, маленькие деньги. И очень быстро ребенок понимает, что работать за смешные деньги вообще не смешно. Ну, что он может? Он может выгуливать собак, если ему доверят. Он может помочь там на дачном участке соседям. Он может вам помочь в какой-то нудной работе. Или, да, вашему знакомому, например, в компьютер заносить какие-то данные. Или еще какая-то работа, ну, низкой квалификации. Элементарная, нудная, но необходимая. Соответственно, мы платим, как во взрослой жизни. То есть не на конфеты, не на шоколад договариваемся. Обговариваем все нюансы. Лучше, если это будет список зафиксированный где-либо. Да, какие будут договоренности. Если он договаривается онлайн, пусть это будет переписка в Фейсбуке, в каком-то, ну, в WhatsApp, в Viber, в какой-то из систем, которую можно потом предъявить, да, вот где письменно зафиксировано, что он будет делать и, собственно говоря, какой объем оплаты он ждет. Ну и здесь формируется первое понимание, что если я не сделал или сделал некачественно, или сделал кое-как, то работодатель может и не заплатить, собственно говоря. То есть здесь такие взрослые инсайты прилетают, что как в школе сделать на троечку и прокатит, ну нет. Да, придется либо переделывать, тратить время, либо не получить оплату. Здесь могут быть разные ситуации, но в любом случае вести за руку, договариваться за него не рекомендую. Очень не рекомендую оплачивать помощь по дому. И вообще любую работу, которая связана с взаимодействием, ну, общие семейные какие-то услуги. Потому что, прежде всего, это отношения родственные и человеческие, внутрисемейные. Если вы ведете туда деньги, то отношения начинают... Деньги как белизна, они отношения разъедают. Поэтому внутри семьи вот лучше эту историю не делать. Да? Если вы не успеваете какую-то рутинную работу выполнить, да, и, например, вам нужно вбить какие-то цифры или распечатать, посчитать вручную что-то. Да, это дополнительная работа, вы помогаете ему в работе, вернее, он помогает вам в вашей работе, и вы отдаете часть заработка. Да, я это вот очень хорошо понимаю, приветствую. В 90-х, 91-93 моя мама работала в цехе, который создавал народные костюмы. Ну, так пришлось учителю математики и физики вот поработать швеей. И она шила костюм, а я расшивала блестками. Пришить 2 блестки стоило 1 копейку. За вечер можно было пришить 4000 штук. Это, ну, примерно 5,5-6 часов работы, согнувшись, и вот шить, да. Я очень сильно испортила себе зрение. Оно у меня с -2 упало до -5,5, потому что это очень сосредоточенность высокая. Но при этом, ну, тогда, кстати, к сожалению, не было радио, на котором были книги читались, но у меня были каналы радио, где книги начитывались, и я за это время прослушала очень большой объем классики. Именно поэтому потом стала филологом, собственно, и преподавателем русского языка и литературы. Потому что когда ты 6 часов слушаешь там «Княжну Мэри» или «Войну и мир», она в тебя отпечатывается. Когда ты слушаешь неоднократно, то классика с тобой на всю жизнь. Собственно, бежим дальше, времени у нас мало осталось. Ну, какие варианты подработок, да, то есть вот у нас здесь разовые подработки могут быть разные. Торговля, я имею в виду, когда он, ну, создает браслетики
фенечки, может быть, какие-то... Ну, то есть, опять-таки, вы должны отслеживать, чтобы эта торговля не вышла за рамки ненаказуемости. Да? А, Сначала обсудить. У детей бывают очень фантастические варианты, да, насколько они реальны, насколько они востребованы услуга, которую он хочет. За хорошие оценки нет, я не рекомендую. Единственный вариант, если вы, например, обсуждаете, что если в конце там четверти или в конце года, то вы можете какой-то пропорционально увеличить на карманные расходы объем, да, то есть это не оплата оценок, а это материальное выражение вашей радости, потому что учеба – это его работа, если он качественно выполняет свою работу, вы готовы его поощрить. Если вы начинаете платить за оценки в режиме ежедневном или еженедельном, во-первых, оценки растут. Во-вторых, этот стимул работает буквально 2 недели. Потом, как бы вы ни увеличивали, у него вот ощущение, что он должен, оно очень сильно нервирует и вызывает очень большой стресс у ребенка. И в конце концов вам просто не хватит финансов, потому что расценки будут расти. Я описываю в книге эти ситуации, ну, потом это отдельный разговор, да. Вот, кстати, на фотографии это как раз работники, которые получили дополнительную оплату за то, что они спилили огромный тутовник на даче. Ну, это была не основная работа, но очень тяжелая. Но они упахались так, что вот лежали пластом. И уже и денег не хотели, потому что оказалось не все так просто, да. То есть завалить тутовник огромный, 5 метров высотой, было довольно сложно. Поэтому да. Значит, о чем важно предупредить подростка, что на практике могут встречаться случаи, когда работодатели хотят обмануть. Но это уже с 14 лет. Он может работать, но при этом он должен получить медицинскую справку определенного образца, и вы должны получить согласие органов опеки и попечительства. Неважно, приемный ребенок или родной, по закону именно так. И только тогда он сможет искать работу. Соответственно, если он хочет работать в летний период, вы начинаете собирать справки и документы в конце апреля, начале мая. Потому что и там 2 недели медицина, и органы опеки тоже 2-3 недели принимают решение. И, соответственно, работа будет низкоквалифицирована. И обязательно должен быть договор. Не мне вам объяснять, что в этом государстве без бумажки ты букашка. Да? Поэтому мы не идем с ним за руку. Мы полагаемся на то, что он самостоятельно это делает, но обязательно спрашиваем, как прошло, и если прошло плохо, объясняем, что делать и каким образом. Да? То есть бумажку все равно получить. Соответственно, в этот момент, когда у ребенка есть карта, есть относительная свобода действий, мы начинаем ему доверять. Много глупостей в голове, вот честно говорю, да. Это ситуация, когда детка выросла, а мозг еще не подвезли. Ну вот честно, это моя формула, может быть, она не очень лестная, но отражает абсолютную ситуацию. И Всемирная организация здравоохранения, если раньше говорила, что к 18 годам соединяется психологический возраст и физиологический, потом это все отодвинули до 21 года, то сейчас нам Всемирная организация здравоохранения говорит, до 23 лет это детство. Понимаете, да? 18-19 это уже топает ногой, говорит, я взрослая, жениться буду или замуж пойду. А там как бы детство еще, до 23. А в 11, 12 и 13 там прям детство. Да? Оно выглядит большим, оно отнимает вашу обувь. Оно забирает у деда куртку, говорит, мне черная нужна, и раздевает деда. Вот дед вообще до речи потерял такой наглости, но вот она в куртке в его ушла в школу. Говорит, она как раз по моде, объемная. Да, вот что происходит, да? Вот оно, я взрослая так решила. Но при этом там вот прям детство-детство. Поэтому, конечно, нам нужно защитить его от интернет-угроз. Я в книге там дала ссылку на очень тяжелый обзор. Есть такой сайт, там родительский контроль, по-моему, называется, и там описание всей гадости, которую может ребенок подцепить в интернете, начиная от деструктивных сайтов и групп, и где заманивают, их к самоубийству склоняют. Это такой ужас, товарищи. Когда я все это прочитала, у меня был дичайший стресс вот от того, что ребенок может вообще в интернете подцепить, поэтому мы контроль не ослабляем. То есть у нее, например, младший интернет там, час в день, ну, поэтому она часто просится к подружкам, потому что там не контролирует эту историю родителей, а мы все-таки контролируем. Контролируем, куда лезет, каким образом. Пока у нее нет собственного компьютера, она работает с нашего и на нашем установлен родительский контроль. То есть вот я все-таки очень опасаюсь того, что там можно подцепить. Ну, собственно говоря, вот не просто так я эту картинку сюда положила, потому что русский человек и наши дети
славятся своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще больше они славятся тем, что они умеют найти туда вход. Да? То есть вот следить, контролировать, наблюдать и все время действовать. Собственно, про благотворительность мы говорим, напоминаем. Но если вы сами, да, что-то делаете, рассказывайте ребенку об этом. Меня поругали мои коллеги и друзья в соцсетях, потому что мы давно занимаемся волонтерством, больше 13 лет уже полномерно. И они говорят: отвезла помощь, отфоткай, пост сделай в Facebook. Я говорю: ну как неудобно выставлять себя и так далее. Они говорят: ты вообще неправильно рассуждаешь. Тут вопрос не в удобстве, а вопрос в том, что ты показываешь, что есть вот такой способ помощи, вот такой и такой. Люди о них вообще не знали. И, может быть, захотят присоединиться. Ну, например, есть нетривиальные способы благотворительности. Я делаю прям целую серию постов. Например, в приют рядом с нами находится приют для социально незащищенных людей. То есть там не обязательно пожилые, просто люди, которые остались без места проживания. И он, приют, сделан из бывшего казенного здания, бывшего там университета. То есть это учебный корпус университета, который отдали под социальный приют. Соответственно, это казенные стены, они неуютные. Что мы делаем? У меня очень хороший зимний садик, у меня дом, я рассаживаю комнатные цветы, веселые горшки, ставлю туда, распечатываю, подписываю, как называется цветок, как за ним ухаживать. И мы прям коробками раз в месяц отвозим вот эти рассаженные цветы, потому что у людей появляется, цветок на подоконнике, это уже оживляет пространство, и ему надо за ним ухаживать, у него есть цель, ради чего вставать утром, интересоваться, зацвела фиалка, или там отросточек появился, или там укрепить его и так далее. Мой папа для сохранения когнитивных навыков, я ему покупаю большие пазлы, он их собирает, я их склеиваю. И эти пазлы мы тоже даем в приют. Они большие, тысячные, полуторатысячные, да, картины, которые я рисую, тоже идут в приют. То есть это не обязательно финансовые какие-то вливания. Это вот помощь такая интересная. Люди начинают интересоваться, присоединяются, помогают, тоже ищут нетривиальные способы помощи. Если ребенок видит, что вы это делаете, ему тоже захочется. Если в школе появляются призывы или в родительском чате вы видите призывы помочь, вот сейчас перед Новым годом тоже там собирают, например, там малоимущим подарки и так далее. Если вы можете помочь, то вместе с ребенком, пожалуйста, показывайте ему пример. Сейчас, в наше время, кризиса, тяжелого состояния, для многих очень тяжелого. Протянуть руку помощи и не грех, и очень большая польза. Для экономии бюджета смотрим, какие варианты есть. Да? Сейчас мы сталкиваемся с тем, что дети очень увлекаются fast fashion, быстрые моды. Появляются то косые какие-то обрезанные, то с махрами футболки, то с мерчем, которые через месяц забросят, никто носить не будет и так далее. То есть тоже это с ребенком обсуждаем. Качество вещей, насколько там они быстро растягиваются, стираются и так далее. Ну, здесь есть ссылка на видеоролик, как правильно тратить. Посмотрите, пожалуйста, в рамках Минфиновской программы было подготовлены такие ролики. Соответственно, здесь интересный, я ссылку дала на мировой челлендж, No Buy называется, который поддержали все известные фэшн-блогеры, и это суть не покупать новую одежду и косметику как минимум в ближайший год, а пользоваться тем, что есть. И, вот, каким-то образом. Но в этом возрасте дети растут очень быстро, естественно, мы быстро меняем обувь, покупаем одежду, стараемся как бы все это по возрасту делать, да, по запросу ребенка, но всегда можно поискать вариант на онлайн-распродажах и так далее. То есть принцип экономии тоже транслируем ребенку не из принципа «мы хотим сэкономить на тебе». Вот это плохая история, да? А принцип такой: помоги нам сэкономить средства семейного бюджета, и мы сможем увеличить твои карманные. Классно же? Так, формирование сбережений, да, когда у нас есть цель, на что мы копим, собственно, и копить интереснее. Здесь я предлагаю проработать с ребенком сначала его мечты, а потом перевести их в цель. Да, и когда появляется цель, вот так вот человек летает. Цель есть, мы летим. Собственно, цель по смарту мы определяем, да, она конкретная, измеримая, достижимая, экологичная и определенная по времени. Да, заполняем вот эту табличку, собственно говоря, формируем цель, и тогда уже у нас есть для чего копить. Если цель ребенка зажигает, если она ему прям нужна, то все получится. Если нет, если эта цель вами навязана, он на нее копить не будет. Ну вот не будет. У меня, например, младшая, она довольно такой стеснительный ребенок, но я ей объяснила, что если она в течение года зарабатывает различные дипломы
выступает в музыкальной школе и на танцах, то благодаря этим дипломам мы оплачиваем ее летний лагерь половину дешевле. Она едет, лагерь называется «Успех-34», и нам путевку за полцены дает для того, что она ребенок, ну, то есть я предъявляю вот эти дипломы и грамоты, и она едет за полцены. Соответственно, ей там очень интересно, ей там очень нравится. И несмотря на свое стеснение и нежелание на камеру записывать очередную там пьесу, она это делает, участвует, приносит, говорит: мама, 2 грамоты уже есть, достаточно? И хочет отмазаться от следующих выступлений. Я говорю: нет, их должно быть 5. И она такая: ну ладно, еще 2 выступления, и потом мне в конце года на танцах грамоту дадут. Я говорю: супер, есть стимул заниматься. Да, и при этом уже летний отдых мы потихонечку организуем. То есть цель должна как бы провоцировать, зажигать. Классная штука визуализация. Я не знаю, как вы к ней относитесь. Я не буду ее рекламировать, просто скажу о себе. Я веду тренинги по постановке цели с 2012 года. Соответственно, каждый год делаю визуализацию. И это работает. Ну, когда это уже прописано, да, то есть это конкретно цель, время достижения, расписано по этапам. Вот сейчас я пишу книгу, у меня есть цель до 1 февраля ее закончить, черновик, вычитать, формируются договоренности с корректором, с редактором, все расписано. В том числе, если я выполняю очередной этап, какой конкретный эклер я себе куплю. Зажигает просто невероятно. Поэтому составляю карту каждый год. Причем карта не обязательно она семейная, абсолютно. То есть она может быть разная. У нас был момент, скажите мне, пожалуйста, можно или нельзя нам занять еще 5 минут? Я постараюсь за 5 минут протараторить все, но мы не успеваем. Мы там ждали, когда подойдут участники. Вот скажите мне, можно или нет? Напишите, пожалуйста, в чате, если вы еще можете потерпеть мне 5 минут. Уважаемые участники. Может, все уже разбежались? А я тут весело общаюсь. Да, вы знаете, у нас был такой момент с супругом в 2015 году. Моя подруга, с которой мы учились в школе, сидели за одной партой, стала совершенно замечательным психологом. И она раскручивала свой кабинет психологической поддержки. Говорит: Оль, приди ко мне перед Новым годом, будем составлять карту желаний. Я думаю, ну у меня-то есть опыт, я карту цели с людьми прорабатываю. И это долгая история, это 3 часа тренинг минимум, да, то есть конкретно сначала учимся, прописываем в таблицах, потом ватман, клеим, сроки пишем, все. А тут карта желаний. Думаю, ну ладно, помечтаем. Пришла с мужем. Значит, говорю: давай, ну должен быть перед Новым годом семейный выход, не в магазин. Ну, пожалуйста, не в магазин, куда-нибудь вместе, не в магазин. Ну, то есть надоело уже просто. Пришли. Во-первых, мы там были единственной семейной парой, все остальные были женщины. Во-вторых, это был зал, в котором был ковролин и подушечки. Да? То есть для взрослых людей, которые не пришли сюда там лежать на йоге или там слушать гипноз лежа на спине, довольно проблематично. Но суть была в том, что когда мы стали составлять карту желаний, во-первых, эти женщины прожигали меня глазами. Если бы это было можно, я бы ушла туда вся дырявая. Тут просто они меня коллективно ненавидели. Мымра приперлась со своих. Мы тут одни вообще, вот. И у нас была очень смешная карта. То есть она вся была заполнена там. Оля поехала, Оля написала, Оля издала, Оля конференция там, я побываю там, я сюда, я сюда. В середине фотографии муж обнимает детей, типа пока вот это носится по всей стране, я тут занимаюсь домом. И у него так часики и кофеварка. Все, ну он себе вклеит в конкретной цели. А у меня там ты, вокруг, все вокруг. Да, то есть вот как оно, собственно, везде, куда я запланировала, я побывала. Собственно, все, что я хотела написать и сдать, я сдала. Вот, а он так-то оберегал детей, пока мать скачет, как сайгак, по всей стране. Ну вот, распределились обязанности, да, то есть иногда карты бывают разные. То есть у меня был случай, когда на семейном фестивале финансовой грамотности дети как раз подросткового возраста на мастер-классе с педагогом создавали свою карту желаний, родители в зале под моим руководством создавали свою карту желаний. Пришла девочка 14 лет к маме со своей картой желаний, карты целей, в которых она подробно доказывала, что у них есть деньги на 2-го ребенка. Родители были в шоке. Говорит: в смысле? Ну, вы все время говорите, что денег нет, я все посчитала. То есть пока она сидела на мастер-классе, она погуглила, сколько стоит кроватка, коляска на Авито там, и так далее. Она рассчитала, что до 17, если они сейчас займутся этим вопросом, конкретно сейчас, прям вечером, то успеют родить, она успеет 2 года, 3 помочь маме, потом они пойдут в садик, а у нее как раз 11 класс репетитор, она не сможет плотно маме помогать,
Мама выйдет на работу, сможет оплачивать репетиторов. Ну, она не подозревала, сколько дети болеют в первый год в садике, но, в общем, ребенок. Вот, собственно говоря, когда она поступит в университет и уедет, у них будет кто-то, на кого они направят свою любовь и перестанут душить ее так. Собственно говоря, родители были слегка в шоке, доказательная база была мощная. И как вы думаете, что случилось потом? Есть варианты. Ну, какие у вас оптимистичные или не очень варианты? Собственно говоря, в их семье растут двойняшки. Ну, Бог решил, что, в общем, если так уж все пошло, то надо прям... Да, да, Таня. Родилась двойня, 2 девочки. Теперь в семье 3 девочки, и папа поет песню «Если я был султан». Мы так и общаемся в соцсетях, и он мне периодически намекает, что если бы мои девчонки не пошли на тренинг, то вполне возможно был бы сын. А тут вон что. Ну, тут уж, понимаете, не ко мне вопросы, к мирозданию. Вот. Соответственно, я о чем в этом слайде говорю? То если, да, станьте примером для своего сына, дочери, поставьте, ну, то есть на семейном совете вы определяете цели и планомерно их достигаете, тогда ребенок понимает, как это вообще делается, да, что вот, ну, оно реально все, да. Начинаем с небольших дел, с небольших целей. Ну, собственно, вот, у нас осталось с вами 2 недели до Нового года, да, составляем список одариваемых, подводим итоги, что мы купили, что не купили, спрашиваем у ребенка, есть ли у него такой список, и что он думает по поводу бабушек, дедушек, дядюшек, и намекаете, что, в общем, вы тоже думаете, что Дед Мороз – это он. Какой-то волшебник, который тоже от дочки им что-нибудь принесет. Или от сына. И вообще здорово было бы. Соответственно, когда ребенок идет к целям, у него что-то получается, вы хвалите, потому что ребенок часто мы, ну, не замечаем, да, каких-то вот достижений. Мы замечаем какие-то недостатки и прям тыкаем палочкой. На самом деле очень важно поддерживать, и я прям полномерно этому учусь, и думаю, что этому еще предстоит немного чему учиться. Поддерживаем его старания достичь цели. Если что-то не получается, мы не разбираем и не говорим, что вот ты вот такой, и лапы такие, и мозг вообще еще не привезли. Нет. Мы говорим, давай посмотрим, почему не получилось, и что можно вот поправить, сделать, или вообще какие есть обходные пути. В конце концов, у настоящего шпиона всегда должен быть план А и план Б. Да? То есть вот здесь, собственно, такая табличка, как сбрасывать прессинг, и видеопрезентация, каким образом можно накопить на мечту. Будущая профессия – это разговор, который должен состояться в этом возрасте. Вот сегодня мы ехали в машине, и младший говорит: мама, кем ты хочешь, чтобы я стала? Мне пришлось очень сильно извернуться с переднего сиденья и сказать, что вопрос некорректный. Ну, то есть он не должен так ставиться. Он ставится по-другому. Мама, как ты думаешь, к чему у меня есть способность? Или кем ты меня могла бы увидеть, например, да? То есть, ну вот у нас у старшего все хорошо с математикой, математически мыслящий ребенок, и он у нас программист. Старшая выбирала между ветеринарией, потому что она любила животных, психологией, потому что она хотела разобраться со своими проблемами, и инженерией, как, ну, человеческой инженерией. Она стала биологом-генетиком, ну, поступила учиться. В силу изменения судьбы она сейчас в 25 лет скульптор. Ну, вот так вот повернулась жизнь, да. То есть говорить о том, что вот сейчас в 12 он определится с профессией, пойдет дальше и будет ей привержен, ну, нет. Потому что если в 12 решила через 5 лет поступать, ну вот какой наш мир будет через 5 лет? Мы с вами не знаем. Я иногда шучу мужу и говорю: слушай, вот то, что нам кажется сейчас трудным, да, я подозреваю, что лет, наверное, через 10 нам с тобой внуки будут говорить: бабушка, дедушка, на флайере летать вообще элементарно. Вот как ты, дедушка, на флайере в столб въехал, влетел? Ну вот, что ты не мог до школы нормально долететь за мной? Да, понимаете, да, с такой скоростью жизнь меняется. То, о чем писали фантасты, оно вот сейчас рядом, здесь. Соответственно, поменяются профессии, соответственно, ну, все изменится. Да, вот, ну, вот я описала здесь опыт своей дочери, поэтому просто мы склонности. У младшей вообще с логикой трэш, с математикой трэш. Мы понимаем, что химия, физика, геометрия вообще идут мимо еще до того, как появились в нашей жизни. Ну, то есть либо мы танцуем, либо мы модельки. Ну, вот так вот. Красивая, умная и органично общается с людьми.
она классный будет пресс-атташе, может быть, журналист, может быть, какой-то блогер. Ну, вот она умеет людей к себе располагать. У нее это качество совершенно прокачано. А сыну я бы такого никогда не предложила, он интроверт. Он людишек терпеть не может. Причем всех, и мы туда тоже входим. Ну, то есть он с нами общается 4 слова в неделю. И нам пришлось это принять. Нам, сангвиникам, которые общаться очень любят. Ну, вот так. Что поделать. Какие рекомендации? Да, вот я сделала здесь ссылку на исследование РБК, список самых востребованных профессий в ближайшие 30 лет. И они очень интересные. То есть тигромастер, гид в сфере космического туризма, экоаналитик, медиаполицейский. Это серьезная проблема, да, в онлайн-сетях. Отслеживать опасный контент, его блокировать и там, писать предписания на его закрытие и так далее. Серьезная работа, о которой мы по представлению даже не имели 10 лет назад. Ну вот сами вспомните, вас ребенок спрашивал, а какой у тебя телефон был в детстве? Никакого, я жила в военном городке. У нас телефон был у начальника штаба и у замначальника штаба. Мы пришли в гости к замначальнику штаба. Мама с папой пока беседовали, мы взяли трубку, подышали, там гудело, и мы начали крутить колесико. И через 5 минут примчалась, значит, машина с военными людьми, которые ворвались в дом и сказали, что мы набрали позывные срочного вызова. Ну, в общем, нас выпороли. Вот такой у нас был телефон в детстве. В возрасте 7 лет. Никакого. Они не представляют, что можно было жить без телефона. Они в другой эпохе живут. Поэтому какие бы мы ни предлагали им профессии, ну честно, это динозавры, история динозавров, вот просто, честное слово. Какие-то профессии вообще исчезнут через 5 лет. Но сейчас уже говорить о том, к чему его тянет, то ему интересно зайти на сайт профессионального тестирования, да, профтестирования, или посмотреть вообще, в какой сфере ему интересно. Я вот недавно на таком сайте проходила параллельно со своими студентами тестирование, и мне предложили быть флористом. Что-то я в этой жизни упустила. Вот, куда-то не туда свернула. Безопасность сети мы с вами обсуждали, и я думаю, что это момент, который должен многих из вас заинтересовать. Ну и, собственно говоря, возвращаемся к тому же, да, если мы не пример, то, собственно, что бы мы ни говорили, это будет ситуация влетела, вылетела. Скорость звука удивительная штука. Родители что-то говорят тебе в 14 лет, а доходит в 25. Я на своей старшей это все вижу. Вот ей сейчас 26-й год, и она мне говорит, а помнишь, ты мне говорила? Ты была права. Ну, вот 25 подвезли. Но для этого ее жизнь очень сильно побила. И хочу сказать, ну, она у нас тоже приемный ребенок, поэтому многие проблемы, которые у нее есть и с психологией, и с самовосприятием, и самопринятием, это травмы, которые были нанесены в кровной семье, и которые мы не смогли исправить, когда ребенку, ну, у нас она, к нам она попала в 13 лет. Очень израненным, очень пострадавшим ребенком. Нам удалось сохранить ее взаимоотношения с родной мамой, она замечательный человек, и ситуация, которая сложилась, она просто жизненно не сложилась, и здесь как бы вины какой-то конкретной не было. Но вот именно отношение к деньгам, к денежным средствам она взяла из своей семьи. И поэтому вот то, что я транслировала в 14, в 15, в 16, показывал, как строить взаимоотношения, что нельзя оскорблять друг друга, что нельзя упрекать, что нужно решать все совместно. На семейном совете ты тоже присутствуешь, смотришь, как люди могут культурно выяснять отношения без кулаков, воплей, обзываний. К сожалению, да, до нее дошли только в 25. То есть ей понадобилось 5 лет семейной жизни, много-много ожогов для того, чтобы понять, что мы были правы. Поэтому с младшими я начала гораздо раньше, и я надеюсь, что ну, там как бы быстрее это все произойдет. Но я вас призываю к тому, что мы воспитываем, да, мы сегодня сосредоточены на финансовой грамотности, но это не отменяет ничего другого. Да, мы учим людей взаимодействовать с другими людьми, быть добрыми, быть ценящими, быть благодарными, быть отзывчивыми на чужую беду, на свою семью и так далее. Да? Но если необходимо вот именно в этой теме поддержка, вот здесь я сделала на сайте на своем специальную подборку книг для детей и взрослых по повышению финансовой грамотности. И еще раз говорю о том, что финансовая грамотность – это лишь одна из граней нашего многогранника, который мы в мир выпускаем. Да? Ребенок должен быть многогранной личностью. И если мы сосредоточимся только на одной грани, то будет какое-то искажение. Ну, то есть вот у нас сын, например, финансово грамотный, но с нами не хочет общаться.
И вот мы понимаем с папой, что а, где-то и мы, может быть, не уследили, что вот такой интроверт пошел, да, то есть, может быть, не общался бы с другими, но как-то с семьей взаимодействовал. Ну, не хочется. Вот не тянет человека. Может быть, когда уедет, отделится, побьет его жизнь, да, будет вспоминать про мамины котлетки, как-то вот проявится. Сейчас просто в ожидании. Знаете, я читаю биографию Стива Джобса и смотрю, там, значит, написано, что он успешным стал в 35, а вуз бросил в 20. И нигде не описано, как он и его родители прожили эти 15 лет. Вот как они это пережили, как они 15 лет ждали, пока он стартанет. Вот мы сейчас с сыном находимся в такой ситуации, и это очень тяжело, на самом деле очень тяжело. Эмоционально, психологически. А, Я даже начала прокрастинировать по поводу, а могу я вообще писать книгу по финансовому воспитанию в семье, если я не очень удачный педагог, видимо. И вот тоже общалась с коллегами, со своим коучем. Я как педагог-психолог тоже прохожу саморефлексию, да, то есть я должна общаться с другим психологом, чтобы зафиксировать, что у меня крышечка-то в порядке. Я с другими людьми могла консультировать, чтобы все у меня домик целиком стоял. Поэтому вот она меня успокаивала, говорила, что, ну, подождем. Я говорю, сколько лет она? Ну, Стива Джобса 15 лет ждали. Ты так лет на 20 зарядись. Ну, вот я жду, заряжаюсь. Но надеюсь, что у вас будет значительно лучший опыт и значительно лучшие результаты. Поэтому я не говорю, что я образец, я говорю о том, что я знаю кое-что, и это кое-что я вам сегодня тараторила в течение часа 15 минут. Вот. Спасибо вам за то, что вы были так терпеливы. Если у вас есть вопросы, заходите на сайт, пишите, там есть форма и email, и я на все вопросы постараюсь ответить. Если не смогу сама, пришлю ссылки, где можно почитать про то и про это. Вот. Книга еще не вышла, поэтому я не могу ее кому-то отдавать, рекомендовать. Но как только она появится, я везде об этом напишу, и на сайте в том числе. Сейчас я веду переговоры с издательствами. Вот, готовлю ее, завершаю ее. Вот. И очень хотелось бы обсудить ваш опыт по поводу старших подростков. Вполне возможно, у вас есть замечательные примеры, которые я могу ставить в книгу. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое, Ольга. Я получила колоссальное удовольствие и посмеялась, и свои примеры тоже где-то вспомнила. У меня сын, и ему 13 лет, поэтому все для меня это было актуально. Вижу в чате, как люди тоже пишут нам положительные отзывы. Я, как и обещала, тоже всем участникам отправлю подборку книг по финансовой грамотности, которую каждую книгу можно будет заказать у нас в Национальной библиотеке Республики Коми. И я более чем уверена, что в наступающем 2022 году мы не раз с вами увидимся на подобных собраниях, вебинарах, где обсудим еще и детей дошкольного возраста, и младшего школьного, и взрослых детей. Надеюсь, что всем родителям будет интересно и полезно. Вот спасибо вам большое. Ну, я, видите, старалась не приводить чужие примеры. Их очень много, но для этого надо получать разрешение у каждого родителя. Поэтому я немножко вот про своих детей рассказываю, ну, как мама. Вот. Не идеальная, очень требовательная, местами занудная. Вот. Педагог-доцент, оно, знаете ли, в семье сказывается. Вот, как дети говорят. Но я надеюсь, что мой опыт вам пригодится, и, в общем, те подсказки, которые я разместила в виде QR-кодов, помогут вам легко найти материалы, которые можно, собственно говоря, использовать для того, чтобы подтянуть свои знания или что-то показать ребенку, например, анимированная презентация или кусочек фильма или фрагмент фильма, в котором доступно, понятно, объяснено. А вот насчет вопроса, здесь был вопрос, а что делать, если у ребенка нет цели? Мы же не говорим про цели, например, там обязательно профессии и так далее. Это может быть цель «хочу велосипед», «хочу поездку», что-то еще. Да? То есть мы говорим о том, что мы формируем его, кристаллизуем его желание и переводим его в цель. То есть к желанию прибавляем сроки, стоимость, вероятность достижения, да, не нарушат ли его планы, например, ну, планы других людей. Да, если он хочет установку барабанную себе в комнату, вот насколько вы готовы с ней вместе жить и воевать с соседями, да, то есть вот про это мы говорим, собственно говоря. Поэтому цели все равно, если вы поговорите с ребенком, цели появятся. И вы, может быть, даже удивитесь, какой длинный будет список.
Презентацию, я могу ссылки дать и QR-коды, но целиком презентацию нет, потому что я уже несколько раз увидела у спикеров мою презентацию, которую они озвучивали голосом. И это было немножко некорректно. Поэтому это авторская работа и труд определенно. Коллеги, у вас не слышно. Я хочу только напомнить всем тем, кто еще с нами, о том, что запись сегодняшнего нашего онлайн-собрания будет доступна на сайте Национальной библиотеки Республики Коми и на нашем YouTube-канале. Поэтому все это можно будет еще раз посмотреть, подробно почитать. Ну и если кто-то что-то пропустил, соответственно, дополнить свои знания. Хорошо, спасибо вам большое. Я рада, что мы сегодня встретились. И все получилось. До встречи. До встречи, всем до свидания, до новых собраний.